чем связано увлечение молодежи гаданием, в частности картой Таро, и увлечением астрологиями, астрологическими прогнозами. Я считаю, что это связано с ослаблением религии. В Ветхом Завете сказано: «Сожги гадалку и астролога». Почему? Потому что если у меня, скажем, есть какие-то проблемы, и я понимаю, что эти проблемы я решу, если обращусь мысленно к Богу, если увеличу любовь в душе, если научусь правильно реагировать на мир, то любая проблема меня заставляет развиваться, толкает к изменению. А если я знаю, что произойдет, а будущее – это реальность действительно, если я высчитываю, что произойдет, знаю как, то я уже теряю стимул для развития. О чем мне переживать? Я все равно умру. Или о чем мне переживать? Все равно я выживу, и все будет нормально. Понимаете, вера в Бога тогда не нужна. Поэтому верующий, он не смотрит в будущее, он его чувствует через любовь, и он правильно себя ведет. А когда мы смотрим в будущее, у нас сознание сначала включается, а потом чувство. А вот это уже опасно, когда сознание идет на приоритете. Потому что чувство знает, что я должен получить, а что нет, а сознание ориентируется на тело. И желания, идущие из сознания, могут быть очень и очень опасны, хотя по форме вроде бы нормальные. Отсюда и пословица: «Бойся своих желаний, они могут исполняться». Поэтому ослабление религии и веры рождает то, что наша душа слабеет, а сознание крепнет. И мы уже не душой проникаем в будущее, а хотим сознанием увидеть, понять. Ну а чем это кончается? Я приводил пример. Ури Геллер пришел в казино, поиграл, проигрался. Тогда он включает свои способности, буквально на 5 секунд вперед видеть, что произойдет. Подходит к рулетке и выигрывает целую кучу денег, которую запаковывает дипломат, и уезжает из казино. А потом начинаются у него головные боли в машине. Они усиливаются, а потом дикие головные боли. И тут до него доходит, что он просто умрет, потому что он сделал неправильно. Он включил свои сверхспособности не для того, чтобы помочь другим, не для того, чтобы спасти кого-то, не для того, чтобы измениться, а для того, чтобы получить деньги, улучшить свое благосостояние. То есть он божественное подчинил человеческому. Христос, когда совершал чудеса, он что говорил? Не я, а Отец во мне делает. То есть не проявляй способности в суе, не искушай Господа твоего. А здесь конкретное искушение, вот конкретное удовольствие для тела, деньги, а для этого нужно, так сказать, использовать божественные возможности. Но когда человеческое ставится впереди божественного, тогда резко включается агрессия, а потом программа самоуничтожения. У него это произошло быстро, он это сумел понять, выбросил дипломат, боли прошли, он уехал. Так вот, молодежь, которая сейчас занимается оккультизмом, магией, астрологией, у них скоро начнет болеть голова. Ну а дальше и бесплодие, и сатанизм, и все что угодно. Почему Индия может заниматься в Индии астрологией и так далее? А там четко, конкретно, во-первых, все выстроено. Во-вторых, заниматься, так сказать, сканированием будущего может тот, можно сказать, закрыл в себе человеческую логику и желание. Секс недопустим, семья, дети закрыты, амбиции, работа закрыты. Только одна мысль – концентрация на Всевышнем, на любви к Нему, на единении и полное отрешение от мира. В таких условиях человек может видеть будущее. Ему это не опасно, а вот другим – это вопрос.